Сейчас мы с вами изучаем что? Мы сейчас с вами изучаем суждение о деяниях. Внимательно. Это называется хукм аля амаль. Понятно? Мы говорим с вами, посвятил что-то человек из поклонения не Аллаху. Хукм этого деяния что? Куфр, ширк. Человек становится кафиром, мушриком. Это хукм, суждение о чем? О деянии самом. Что же касается, внимательно, суждения уже о конкретных людях, которые совершают вот такие вот действия, это называется хукм аль-амиль. То есть здесь обязательно, необходимо, давайте это запомним, необходимо обращаться к ученым. Здесь необходимы такие вещи, как икаматуль худжа, то есть приведение человеку довода. И правильное приведение довода, потому что не каждый знает. И тот, у кого нет знания, не понимает, что значит привести довод. Знающие люди знают, что означает привести довод. Здесь необходимо приведение доводов, уведомления. Здесь необходимо устранение непонимания. Интифау шубха называется это по-арабски. Устранение шубхатов. Устранение непонимания. Поэтому в этом вопросе, братья, мы с вами изучаем вот это все не для того, чтобы делать хукм, выносить суждения о людях, которые совершают эти деяния, а для того, чтобы знать суждения об этих самих деяниях и остерегаться их, и предостерегать от них, а не для того, чтобы развешивать ярлыки и выносить суждения, такой-то кафир, такой-то мушрик, такой-то вышел из религии и так далее. Ясно или нет? Провести разницу между танзир и татбик. Танзир это что? Танзир изучение чего-то как теории. И татбик применение хукмов в отношении конкретных личностей. Это две разные вещи. Мы это изучаем не для того, чтобы выносить хукмы и суждения о личностях, а для того, чтобы знать и не попасть в это, остерегаться попадания в это и предостерегать людей от попадания в это. Ясно. Поэтому обязательно необходимо обращаться к набожным ученым здесь в этом вопросе. Если они, набожные ученые, уляма раббаниюн, выносят суждение о каком-то человеке, какой-то личности, как о неверующем человеке, что этот человек вышел из ислама, тогда и мы тоже считаем этого человека таковым, что он вышел из ислама. Если они, ученые, воздерживаются от таких суждений, от вынесения суждений, что этот человек вышел из ислама, то и мы тем более должны воздержаться. Как так? Алим молчит, не выносит суждения, куда ты бежишь? И выносишь суждения о неверии этого человека и выходе его из ислама. Это вопрос очень и очень серьезный и очень и очень важный. Каждый человек должен осознавать, как это непросто вывести кого-то из ислама. Обязательно обращаться в суждениях о личностях к уляма, к ученым. Мы с вами, как уже я сказал, изучаем что? Общее суждение о чем? О деяниях. Деяние, что это деяние является куфром, это деяние является ширком. А вот суждение о личности, которое совершает это деяние, здесь наша обязанность обращаться к уляма раббанин, к набожным ученым. Означает это, что мы вообще должны воздерживаться от отнесения к неверующим кого-либо. А если это те, о ком Аллах Субхану ва Тааля сказал, что они неверующие, здесь мы, конечно, что тоже говорим, что это неверующие. Понятно? То есть Ахлю Сунна ва Джама занимает середину. Если о ком-то сказал Аллах Субхану ва Тааля, его посланник, что это неверующие, мы тоже говорим, что неверующие. Или они относительно неверия, которого единодушна вся умма, что эти люди, или этот человек, или эта группа, это неверующие. Единодушна вся умма. Мы здесь тоже что? Говорим, нет, мы не будем говорить. Мы остерегаемся такфира. Нет, здесь мы тоже скажем. Хорошо? Конечно же, мы здесь не будем воздерживаться, потому что Аллах Субхану ва Тааля, он, который вынес хукм, или посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, он вынес хукм, хорошо? Или умма единодушна и так далее. Но вот область, внимательно, область, которая связана с обвинением в неверии конкретных лиц из числа тех, кто относит себя к исламу, из числа тех, кто относит себя к ахлюль кибля, то есть к людям кибли, хукм киблы, хукм аляль муайян, то есть хукм в отношении конкретного лица, то вот в эту область вторгаться,
вторгаться в эту область это не наше с вами дело. И не возложил на нас Аллах Субхану ва Тааля это. И непонятно, почему сегодня многие люди так озадачены этим вопросом. Вторгаться в эту область это не наше с вами дело. В этом вопросе обратимся к кому? Обратимся к ученым. Обратимся в этом вопросе к судьям, кады. Есть, если в мусульманских странах суды, в мусульманских странах есть кады, хорошо, судьи. Они рассматривают эти вопросы, они, изучая, выносят подобного рода суждения. Мусульманин этот человек еще или не мусульманин этот человек, или стал он неверующим. Тот или иной конкретный человек. Понятно? Если к нам придет какой-то человек с вами, скажет, я сказал своей жене вот так-то и так-то. Скажи, считается, что она разведена, это развод или это не развод еще? Часто такие вопросы мы слышим? Да. Вот я жене сказал вот такие слова. Считается это разводом или не считается это разводом? Что мне делать? Что отвечает, как правило, человек? Что вы отвечаете в этом случае, как правило? Вы говорите Аллаху алям. Аллах Субхану Тааля знает лучше. Обратись, пожалуйста, к человеку знания. Обратись к уляма, хорошо, или к судьям, к ученым. Пусть они скажут, состоялся развод или нет. Если мы с вами не в состоянии выносить решения, когда речь идет о выходе какой-то женщины из-под опеки мужчины, если мы не в состоянии с вами говорить, что женщина вышла из брачных уз, то есть из рамок брака, мы не можем самостоятельно решать вопросы с вами о выходе женщины из брачной связи с мужчиной. Как мы можем решать с вами вопросы, как осмеливаемся мы решать вопросы о выходе человека, о полном его выходе из рамок ислама и имана вообще? Как мы можем подписываться под хукмом, что этот человек лишился рая? Человек перестал быть мусульманином, перестал быть из ахлюль кибля. Мы подписываемся под этим хукмом. Лишился имана и ислам. Поэтому в этом вопросе особенная нужна осторожность, удостоверяться, проявлять предельную осторожность. Ахлю сунна валь джамаа во всех вопросах придерживается вот этой вот срединности и умеренности. Хорошо, аль-васат. Ахлю сунна валь джамаа поступает так во всех вопросах, не допуская ни чрезмерности и не допуская в то же время упущений. Не ифрат и не тафрит. Хорошо, чрезмерность называется по-арабски. Ифрат, упущение, легковесность называется тафрит. Ахлю сунна валь джамаа не допускает ни того, ни этого, находится посередине.